Здравствуйте, в эфире программы «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала «Новый век». Смотрите сегодня в нашей программе. Очень тяжело. У меня сын должен был пойти на этот сеанс. Кемерово, пожар, дети, боль. Что же все-таки произошло в пресловутой зимней вишне и кто за это ответит? Репортаж с места трагедии. Хромая лошадь, адмирал, зимняя вишня. Почему страшные трагедии нас ничему не учат? Безопасны ли казанские торговые и развлекательные комплексы? При опасности нажать кнопку открывания двери. Все, пожалуйста. Как она уже хорошо подготовила углубление в центре лотка. Орланы, любовь, таинство. Любопытный эксперимент затеяли в национальном парке Нижняя Кама. Расскажем. Максиму Горькому приписывают фразу «Несчастье – самый прочный цемент для соединений натур, даже прямо противоположных друг другу». Так мог сказать только истинно российский писатель, хорошо знающий и понимающий душу своего народа. Трагедия в Кемерово объединила нас всех. Она проявила лучшие, светлые стороны наших сограждан. Сострадание, сопереживание, стремление помочь даже незнакомому человеку. И особенно больно, когда погибают невинные люди. И практически невозможно, когда погибают дети. Столько детей. До сих пор говорить об этом трудно. Мы сами пережили столько трагедий. И теплоход «Болгарию», и упавший самолет, и торговый центр «Адмирал». И везде главная причина – человеческий фактор. В эти дни в столице Кузбасса работала наша съемочная группа. Сергей Темляков продолжит. Здесь, в сквере, около торгового центра «Зимняя вишня», жители организовали мемориал скорби. В огне пожара погибло много детей. К сожалению, такие стихийные мемориалы, увы, знакомы и нам, жителям Татарстана. В 2011 году вблизи поселка Сюкеево, что в Камск-Устинском районе, затонул теплоход «Болгария». Трагедия, которая произошла здесь, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, очень схожа с той, которая случилась в Казани, в Адмирале в 2015 году. Общее горе, общая боль. Эти кадры мы сняли в четверг. К торговому центру «Зимняя вишня» идут и идут люди. Одни с цветами, другие с коробками игрушек. Боль объединила всех. В центре мемориала вот эта чебурашка и надпись «Простите, дети». Очень тяжело. У меня сын должен был пойти на этот сеанс. Я вот просто чудовищно вообще представлю о том, что... Светлана едва сдерживает слезы. Говорит, ее сын хотел пойти в воскресенье в торговый центр, в кинотеатр, посмотреть премьеру. Как раз в то время, когда и начался пожар. Но она настояла на том, чтобы сходить в магазин, купить обувь. Какой-то долг, что ли, чтобы прийти, вот почтить память, помолиться за них. Чтобы им было там теперь на том свете хорошо и легко. Поселок Трещевский, 40 километров от Кемерово. На крыльце школы зажженные свечи и цветы. Девочки стали писать СМС, звонить с теми словами, что мы задыхаемся, дверь заблокирована. Заместитель директора школы тоже едва сдерживает слезы. В селе траур. Людмила Бегеза показывает нам класс. Здесь за партами сидели две Вики, Вероника, Таня, Лена и Настя. В первый день каникул школьницы вместе с родителями и классным руководителем, в отличие от сына Светланы, пошли на премьеру мультфильма. Людмила Бегеза говорит, невозможно поверить в то, что здесь, в школе, больше не услышат звонкого смеха девочек-подружек. Они выросли на глазах жителей села, вместе ходили в садик. Им было всего 11 лет. В списке пропавших без вести ровно половина, 6 из 12 человек 5 класса. Людмила заверяет нас, информация о том, что классный руководитель попросила закрыть кинозал на ключ, а в это время пошла за покупками, неправда. Это сделал кто-то другой.
родители сами сказали, что их закрыли на ключ. Потому что отец одной из девочки это видел. Он спросил, зачем вы их закрываете? Ему ответили, у нас такие правила, что не хватает сотрудников. Они рвались, дайте нам какие-то повязки, чтобы спасти-то детей. Их уже не пустили, потому что туда было невозможно пройти. Вы сами видели, как это все за считанные минуты, 2-3 минуты и все. Эти кадры всю неделю не сходят с экранов телевизоров. На съемках, сделанных с квадрокоптера, хорошо видно, что выгорело 2 верхних этажа и обрушилась крыша. В тот день, когда наша съемочная группа работала в Кемерово, внутрь торгового центра никого не пускали. Там шли следственные мероприятия. Территория была оцеплена. Пожар, 4-й этаж, где кинотеатр полностью затемнен, полностью в дыму, все горит, народ весь в панике, дети плачут. Страшно. Ну все, уже все дымом, 1-й этаж тоже затягивают. Кошмар какой-то. Блин, где наш папа? Данил, выходим к машине, побежали. Мужики, сейчас точно задохнемся. Напомню, сигнал о пожаре на пульт дежурного поступил в воскресенье, 25 марта в 5 часу вечера. В самом торговом центре оповещение, по словам очевидцев, не сработало. Люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон. В огне пожара погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Во вторник в Кемерово приехал Владимир Путин. Президент навестил пострадавших в больнице. Потребовал, чтобы расследование трагедии было максимально прозрачным и объективным. Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте, неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии, теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Город маленький сам по себе. Я думаю, вот эта трагедия настоящая, это так или иначе коснулось каждого. Весь город скорбит. Кемерово – большая диаспора татар. Ее представитель Мансур Саттаров говорит, о трагедии узнал на работе, на сцене музыкального театра Кузбасса. И еле доиграл представление. В торговом центре на 4-м этаже он бывал часто, ведь именно там был расположен развлекательный центр. Работал аниматором на детских мероприятиях. Скажу честно, что выходов там просто не было. Вот детская зона, ни окон, ни дверей. То есть всего там 2 выхода было, по-моему, по эскалаторам. И лифт, который не работал. То есть дети, получается, остались заперти. Я пришел так же утром, как и все, сдать кровь. В результате я пришел, там порядка было уже 47 человек где-то примерно. И видно, что люди стоят в очереди были далеко уже за пределами входа. Пока стоял, там пришло порядка уже еще 120, наверное. Алексей Барков и Андрей Шмаль в эти дни помогали медикам. Активисты ОНФ формировали списки тех, кто хочет помочь. Желающих сдать кровь было очень много. Сейчас банк крови уже переполнен, а люди идут и идут. Приезжали хоккейная команда. Сегодня вот приезжала большая бригада с шахты Бутовки. Порядка 30 человек. Все сдают кровь, все хотят помочь, чем могут. Если конкретно сказать по поводу всего случившегося, о причинах, ну, это вот, конечно, классическая вот это русский авось да не бойся. Это классический бардак. Один не включил кнопку аварийную, потому что непонятно почему. Потому что до этого срабатывала много раз сигнализация, вот чтобы, значит, не беспокоило. Проще нажать и выключить, не думая. С председателем Совета национальных общественных объединений Кемеровской области, советником муфтия, мы встретились в Белой мечети. Несколько минут назад здесь закончили читать молитву в память о жертвах страшной трагедии. У нас Лапландия, она такая же. Люди давно уже говорят, что там... То есть, как бы, некоторые знакомые говорят, вот, которые непосредственно при проекте, вот я знаю, у меня знакомый, он прям говорил, вы не ходите туда, потому что, ну, страшно, все это страшно.
Таких торговых центров, как «Зимняя вишня», в Кемерово несколько, говорит Наталья Струкалина. Их необходимо проверить. В Кемерово женщина живет 20 лет. Мы познакомились с ней в Москве, вместе летели на самолете. Популярность именно «Зимней вишни» Наталья объясняет просто. Во-первых, центр города. Во-вторых, недорого. Мне кажется, это преступление. Разрешать из каких-то бытовых сооружений, которые совершенно не предназначены для таких целей, делать какие-то развлекательные центры. Раньше в этом здании располагалась Кемеровская кондитерская фабрика. Затем была проведена полная реконструкция. Вместо 2 этажей стало 4. Но при этом, видимо, сэкономили на безопасности. Торговый центр «Зимняя вишня» открылся в 2013 году. Его владелец – миллиардер Денис Штенгелов. Сейчас он живет в Австралии. На этой неделе глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что торговый центр «Зимняя вишня» будет снесен. Здесь, в Кемерово, местные жители надеются, что на этом месте появится часовня. На этой неделе стало известно, что земельный участок, на котором располагался торговый центр «Адмирал» в Казани, да, вот этот, выставлен на продажу за 790 миллионов рублей. 3 недели назад исполнилось ровно 3 года с момента трагедии. Тогда в торговом центре в огне пожара погибли 19 человек. О том, что здесь был торговый центр, напоминает, пожалуй, лишь вот этот обгоревший каркас. А теперь о совпадениях. Торговый центр «Адмирал» также был открыт в реконструированном здании, но завода «Серп и молот». Владелец также российский миллиардер. Возникает вопрос, почему урок, преподнесенный жизнью, не был усвоен. И трагедия почти один в один повторилась в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В Казани, как и в Кемерово, понадобилось около 8 часов для того, чтобы ликвидировать открытое горение. И в Казани, и в Кемерово более 70 пострадавших. И в Казани, и в Кемерово пожар начался в пристройке. В Казани уже установлено, это был человеческий фактор. В Кемерово причины выясняются. Примечателен и тот факт, что пожар в 2 городах произошел в 1 часу дня по московскому времени, с разницей в 3 года. Среда, около часа дня. Ничто не предвещало беды. На первых этажах в кафешках сидели посетители, ходили покупатели, выбирали товар. И тут сигнал – пожар. Разница лишь в том, что в «Адмирале» не было детской зоны. Бог уберег, погибших детей нет. Но среди жертв 9 иностранных граждан. И в Казани, и в Кемерово возбуждены уголовные дела. В Казани на скамье подсудимых оказались 12 человек. В Кемерово в рамках уголовного дела уже предъявлены обвинения и арестованы 7 фигурантов. Хочу подчеркнуть еще одну деталь. В 2015 году представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что официально торговый центр «Адмирал» не был введен в эксплуатацию. Тоже мы услышали от Следственного комитета в пятницу, но уже по «Зимней вишне». Задержана начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания «Зимней вишни». После трагедии в Кемерово Владимир Путин дал поручение проверить все торгово-развлекательные центры страны на предмет безопасности. Сергей Темляков, Андрей Мохов, Кемерово, Казань. Вполне ожидаемо, после этой трагедии начались масштабные проверки во всех торгово-развлекательных комплексах, местах массового пребывания людей по всей стране. А, кстати, знаете ли вы, сколько таких центров, например, в Татарстане? 260 с лишним объектов, в том числе 40 в Казани и около 30 в Челнах. Все они будут тщательным образом обследованы прокуратурой совместно со специалистами МЧС. Эти рейды уже начались. В них приняли участие и наши корреспонденты, которые, кстати, провели и самостоятельное расследование на предмет пожарной безопасности крупных торгово-развлекательных центров Казани и набережных Челнов. Такие механические двери можно увидеть во многих торговых центрах. Их установка не противоречит каким-либо техническим нормам, но мы же понимаем, что это аварийный выход. Во время экстренной ситуации механизм может выйти из строя и двери может заклинить. Чем уже будет проход, тем больше людей подвергается опасности.
Это главный вход в один из самых крупных торговых центров Казани – Парк Хаус. 4 механические двери на входе, по сути, образуют огромный проход. Но если система заклинит, такая дверь может стать настоящей западней. Во многих странах рядом с механической дверью всегда ставят дублирующие ручные или распашные, откуда при чрезвычайной ситуации всегда можно беспрепятственно выйти наружу. В странах, где, как мы понимаем, вопросы безопасности людей ставят превыше всего. Конечно, вы же сказали. Для того, чтобы разобраться в противопожарной системе, в нашем случае торговых центров, нужно как минимум иметь специальное образование, не говоря уже об опыте и практике. Но существуют такие вещи, которые находятся как бы на виду и могут быть понятными даже для неспециалистов. Вот, к примеру, жительница Челнов в местном торговом центре «Омега» обратила внимание на закрытый пожарный выход. Там же оказалась не рабочая система противопожарной безопасности, а на пути аварийного выхода находился магазин. Пути эвакуации заставлены принтером. Я работаю здесь с декабря месяца, с 20 дней. Вы пришли, уже было? Да. Сейчас убираем. Видимо, вы благополучно проверили. 15-й год. Вот. А они после этого благополучно на пути эвакуации закрыли. Так точно. Ну, это вот как раз из той серии. Так, все хорошо на бумаге. Внимание, пожарная тревога. В зоне, где вы находитесь, обнаружено затопление. В торговом центре «Московский», что находится в Кировском районе Казани, сработала тревожная кнопка. Весь народ ринулся именно туда, откуда вошел в здание, то есть побежал в сторону основного выхода. Это и есть основной инстинкт. Никто из посетителей не удосужился заранее узнать об аварийных выходах из здания. Никто из персонала не направил в правильное русло людей, находящихся в панике. В итоге образовалась самая настоящая давка. Этот торговый центр главный экзамен не прошел. Хранятся горючие материалы в электрощитовой. Электроприборы находятся в открытом состоянии. Датчик пожарной сигнализации почему-то закрыли колпаком, то есть сигнализация в данном помещении не сработает. Сразу оговоримся, что все помещения, согласно противопожарным нормам, разделены на классы. Так вот, помещения, где предполагается массовое и длительное пребывание людей, относятся к классу F1, F2 и F3. Так вот, помещения класса F1 не могут располагаться в подвальных этажах зданий. Это закон. А теперь посмотрим, что в жизни. Торговый центр XL Базар, как мы видим, находится в подвале. Чтобы туда войти и оттуда выйти, соответственно, нужно преодолеть весьма крутой спуск. Дальше еще больше. Торговый центр похож на лабиринт, где вместо указателей запасных входов и выходов самая полезная информация о скидках. Этот торговый центр XL Базар вызывает очень много вопросов. На форумах пишут, что в летнее время здесь очень жарко, очень душно, практически отсутствует вентиляция. Кстати, план эвакуации мы искали и нашли только вот здесь, в закутке, рядом с туалетом. Пожарный выход из подвала есть, но, по словам охранника, раньше он всегда был открыт. Теперь его открывают только по определенным часам с 9 до 11 часов дня. А теперь внимание. Для того, чтобы продавцы успели занести свой товар, а затем дверь сразу на замок. То есть получается, что товар в этом торговом центре дороже жизни и здоровья людей, у которых, как мы уже сказали, из подвала только один путь. Вот такие карусельные двери в торговом центре «Кольцо». Выглядят весьма эстетично, защищает помещение от шума, пыли и грязи, грамотно распределяет поток, но по правилам пожарной безопасности на путях эвакуации людей не должно быть никаких турникетов и вращающихся дверей. Все это затрудняет движение, не правда ли? Ох, никак не можем отсюда выйти. Но каков он крутящий момент истины? С какой целью в торговых центрах устанавливают двери-карусели? Тут могут быть разные варианты, и каждый из них по-своему разумен. Чтобы не охлаждать помещение, это собственнику дает экономию тепла. Чтобы ловить воров, говорят, что были случаи, когда они там застревали, опять-таки плюс. Но только не эвакуация. При эвакуации, как она сработает? Они не предназначены для эвакуации, но тем не менее, вот эта средняя створка в случае сигнала от пожарной сигнализации повернет дверь вот таким образом поперек и откроется. Но тем не менее через них эвакуироваться не надо. Для эвакуации есть специальные безопасные выходы с этой стороны дверей, с той стороны дверей, которые абсолютно всегда открыты. Здесь нет никаких замков, здесь нет даже магнитов.
Все периметровые двери, которые у нас находятся по периметру здания, их 35 штук, они все без электромагнитных замков. По словам специалиста по техническому обслуживанию, в Меге возле каждой такой двери-вертушки есть 2 параллельных аварийных выхода. Более того, в самом крупном торговом центре Казани свыше 3 десятков пожарных проходов, и каждый из них имеет свободный доступ. Здесь даже дверь для служебного пользования открывается одним движением руки. А вот дверь, которая так называемая находится на электромагнитном замке, поскольку там есть технические помещения. И посетителям там заходить просто незачем, да, ведь она закрыта. Но, опять же, при опасности нажать кнопку открывания двери. Все, пожалуйста. Это эвакуационный коридор. Зайдя сюда, вы спасены. Почему? Все стены имеют необходимый предел огнестойкости. Потолок бетонный. Здесь гореть нечему. По всему торговому центру установлены 15 тысяч датчиков дыма. Вся противопожарная система заточена под европейские стандарты. А это значит, что все требования жестче вдвойне. В детской комнате сразу 2 пожарных выхода. Исключительно для эвакуации детей. По длинному коридору в сопровождении взрослого в случае ЧС они попадают сразу на улицу. Ну и все, дети выходят на улицу. И после этого воспитатель, супервайзер проводит их вон в ту террасу. Там они в тепле ожидают своих родителей. Стоит отметить, что Мега изначально была построена как торговый центр, потому соответствует всем требованиям зданий для посещения большого количества людей. И в случае с «Адмиралом» и «Зимней вишней» это были переоборудованные помещения. И такие переоборудованные торговые центры до сих пор работают и в Казани. Когда-то в этом здании находились заводы «Пишмаш» и завод ЭВМ. Сегодня здесь расположился торговый центр «Мега-мебель». Мы очень сомневаемся, что собственник этого здания провел здесь тщательную реконструкцию именно под торговый центр, потому как это требует, как правило, серьезных вложений. Более детальный анализ нам сделают наверняка соответствующие службы, которые обещали проверить все торговые центры в городе. Сотрудники прокуратуры и МЧС повсеместно прерывают размеренную жизнь торговых центров. В торговом комплексе «Тандем» свыше 100 арендаторов. По будням здесь бывает более 20 тысяч посетителей, а по выходным вдвое больше. По поводу эвакуации могу сказать, что вопросов у нас пока не возникало. То есть прошло быстро в штатном режиме в течение, я так примерно 7-8, возможно, 10 минут. То есть, в принципе, нормально. Рейд по торговым центрам только начался. Проверят свыше 200 объектов по всему Татарстану. Но все же хочется верить, что под слоганом «Нам важен каждый клиент» руководители торговых центров начнут понимать нечто большее, чем получение прибыли. Ведь такие ошибки стоят слишком дорого. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. У трагедии в Кемерово множество причин. Некомпетентность строителей, жадность владельцев, халатность управляющей компании, беспечность арендаторов. Но все это последствия. Главная причина этой трагедии – чиновничий беспредел. Тотальная коррупция, которая разъедает наше общество. Сейчас посадят всех стрелочников, вахтеров, охранников, арендаторов. Пройдут инспекции во всех торговых центрах. Пройдет вся эта компанейщина. И что дальше? Да ничего. Почему я так говорю? Да это не я. Об этом кричит уже 10 лет история российских трагедий. В 2005 году в городе Ухта от пожара пострадал торговый центр «Пассаж». Погибли 25 человек. В 2007 году в Краснодарском крае загорелся дом-интернат для престарелых. Погибли 63 беспомощных старика. Они ведь как дети. В 2009 году в Перми сгорел ночной клуб «Хромая лошадь». Погибло 156 человек. Половина молодых людей из тех, кто пришел на вечеринку, сгорели. Правительство области ушло в отставку. Власти обещали сделать выводы. Как всегда обещали. В 2014 году в Оренбурге в огне оказались склады крупнейшего торгового центра «Армада». Погибли 2 человека. Еще 3 были госпитализированы. 11 марта 2015 года в Казани сгорел торговый центр «Адмирал», принадлежавший миллиардеру Семину, который счастливо избежал уголовного преследования. Тогда погибли 19 человек. В конце 2017 года в Раменском горел торговый дисконт-центр. В огне погибли 3 человека, 5 пострадали. И каждый раз волна проверок, обещаний наказать виновных. Что же у нас происходит? Цепь случайностей? Нет, конечно.
Это системный кризис, и он повсеместный. В случае с торговым центром «Адмирал» уголовное дело было заведено на владельца господина Семина, на арендаторов, на судебных приставов, на специалиста инспекции Госстройнадзора, на инженера бюро технической инвентаризации, на главного специалиста Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра, картографии и так далее, и так далее, и так далее. У нас огромное количество проверяющих, регистрирующих, контролирующих органов. Но ни один чиновник не остановил преступную деятельность по перестройке бывшего завода «Серп и молот». По версии следствия, здание торгового центра «Адмирал» незаконно эксплуатировалось без разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитальной реконструкции с грубыми нарушениями норм противопожарных правил. Не были оборудованы исправные системы оповещения о пожаре, а также были произведены планировочные решения, существенно затруднявшие эвакуацию людей и способствовавшие быстрому распространению задымления и огня. Знакомая картина, не так ли? Абсолютно то же самое повторилось в Кемерово. И снова кто-то разрешил, кто-то подмахнул, кто-то закрыл глаза, кто-то не исполнил свой служебный долг и совершил преступление. Какой смысл ужесточать контроль? Скажите мне, если система обеспечения безопасности людей не срабатывает на всех этапах, не работает, и теперь она начала пожирать своих детей. Я задаю себе вопрос, что делать, и не могу найти ответа. Казань и Татарстан скорбили на этой неделе вместе со всей страной. Мы еще раз вспомним, как это было. Я думаю, что все быстро забывается. Вот «Адмирал» был в 2015 году, практически прошло 2 с небольшим года. Должны сделать выводы какие-то были, да? Были проверки, все проверялись, но это все забывается и опять приводит к тому, что погоня за рублем. Все вот эти торговые комплексы, они просто напичканы, каждый сантиметр там продан. И никто, по сути, не несет ответственности. Ни собственник, ни арендаторы сами. То есть все завязано в бизнесе. Тут надо пересматривать и в закон вносить какие-то, мне кажется, новые веяния, и технологии какие-то новые должны быть по пожаротушению, потому что мы сталкиваемся с тем, что вот в наш век мы практически на уровне каменного века. Пожарные приезжают поздно, гидранты у них там пустые бывают, что шланги все порванные. Но это смешно. Цивилизованная страна, и получается, что мы как бы отстаем от цивилизации, по сути. Скажите, ваш фонд тоже собираете перечислить деньги, да, пострадавшим? Да, вот сегодня как раз прям было такое решение. Мы пришли к единому мнению, что мы должны все-таки перечислить деньги полностью, которые у нас остались на счету, в фонд детям, которые пострадали при пожаре. Потому что им нужно лечение дорогостоящее, им нужна последующая реабилитация. Дети, оставшиеся без родителей. Это все очень трудно потом им будет в жизни, конечно. Ну, как-то мы можем своими силами чем-то помочь. Я призываю всех людей, кто неравнодушен, могут из собственных средств перечислить деньги. Просто детишкам, как бы, вам там зачтется тоже. Но из такого здания максимум 5 минут. Люди должны 100% эвакуироваться. Что для этого надо сделать? Если это здание приспосабливается из промышленного объекта, мы обязаны сделать проект реконструкции с учетом всех действующих норм. Вот в таких зданиях выше 3-го этажа зальные помещения мы располагать не можем. Никаких о 4-х, о 5-х этажей речь идти не может. Мы должны обязательно не выше 3-го этажа сделать. С чем это связано? Это связано вот именно вот с этим временем эвакуации.
советское время Госпожнадзор, он начинал работу с проектирования. Во время стройки он контролировал, и обязательно приемку без него не проводили. Сейчас Госпожнадзор может быть только через 2-3 года после того, как начали уже работать объект такой огромный. Потом еще с подачи нашего любимого премьер-министра не кошмарить бизнес, малый, средний бизнес, но вот такие миллиардные доходы, которые приносит бизнес, какой он малый бизнес, не кошмарить. Его шеи туда не могут ходить. И вот мы получили то, что получили, к большому сожалению. Вы были одним из авторов вот этого нового инициированного законопроекта, да? Я не скажу, что я был один из авторов, там 3 законопроекта. Этот законопроект пришел через Кабинет министров к нам. Мы его через наш комитет 2 из них закона отправляли. Именно вот в пожарным вернуть эти права и дать там, они имеют право до 90 суток приостановить и штрафы увеличить. Вот эти законодательные акты нам Государственная Дума вернула, сказала, что здесь пахнет коррупционностью, там уже есть контролирующие органы, стройнадзор. Но получается, к большому сожалению, что Госпожнадзор этот коррупционный орган, а вот стройнадзор не коррупционный орган. А стройнадзор, он нужен, он должен контролировать. Но у него свои вопросы. А у Госпожнадзора совсем другие вопросы. Там и какие материалы, задымленность этих материалов, как они горят, что делается, куда двери открывают. Это все Госпожнадзор. Вот мы хотели вернуть им эти права, но не получилось. Возможно, сейчас кто-то додумается и возьмется за эту работу снова. Спустя, наверное, день, что ли, позвонили журналисты, спросили, считаю ли я, что будет теперь много проверок в торговых центрах. И я в сердцах сказала, что пусть запроверяются, день и ночь проверяют, только чтобы дети живы были. Не знаю, часто на самом деле приходится сталкиваться с тем, что, девелоперы, строители, может быть, пренебрегают какими-то вещами в части пожарной безопасности, или что-то делается только для того, чтобы пройти проверку, а потом вносятся какие-то изменения в проект. И это печально, что это происходит до сих пор, скажем так. Поэтому согласилась по единственной причине, когда вы сказали, что этот репортаж, может быть, поможет повысить осознанность, да? Вот хочется к этому призвать каждого человека, от которого что-то зависит, может быть, более осознанно подойти. В наших руках, мне кажется, у каждого что-то сделать, чтобы таких вещей не происходило. На уровне своего коллектива, на уровне своей семьи, на уровне объектов, которые принадлежат. Как-то к этому подойти вот так, как будто бы это его семьи касается. Тогда, может быть, что-то в целом в стране изменится. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Как она уже хорошо подготовила углубление в центре лотка. Орланы, любовь, таинство. Любопытный эксперимент затеяли в национальном парке Нижняя Кама. Расскажем. В понедельник Рустам Минниханов направил слова соболезнования в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. Прошу передать наши искренние глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пожелание скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится в тексте соболезнования. Во вторник в Казани обсудили итоги деятельности участников финансового рынка республики в 2017 году и поставили задачи на текущий год. Провел совещание премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он обратил внимание руководителей кредитных организаций на высокие риски при кредитовании бизнеса собственников банка, а также на необходимость обеспечения безопасных и бесперебойных расчетов при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в Казани. Во вторник государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с новым генеральным консулом Турции в Казани Ахметом Садыком Даганом. Обсудили возможности совместных проектов в сфере культуры, языка, образования и исторического наследия. В
среду в Казани открылся 4-й международный форум автомобилестроения. Цель форума – привлечь в республику и в Поволжье инновационные решения в области автомобилестроения. В выставке приняли участие более 100 компаний, поставщиков и производителей из России, Турции и Китая. В пятницу премьер-министр Алексей Песошин встретился с участниками 3-го слета кадетов Следственного комитета. В Казань для обмена опытом съехались кадеты из 14 регионов страны. Алексей Песошин отметил, развитие кадетского движения – значимый шаг в деле становления физического здоровья, морально выдержанного и духовно крепкого поколения молодых людей. Мы продолжаем программу «7 дней». В системе жилищно-коммунального хозяйства вновь изменения на законодательном уровне. Совет Федерации одобрил закон о прямых платежах поставщикам коммунальных услуг. Управляющие компании теперь вывели из финансовых потоков. Они будут брать деньги только за жилищные услуги. Цель нововведения понятная, и этого давно хотели сами собственники. Ведь управляющие компании, по сути, выступали посредниками, тратили деньги не по назначению и копили долги. В целом по стране речь идет о 250 миллиардах рублей, которые управляющие компании уже собрали с жителей, но так и не перечислили на счета ресурсоснабжающих организаций. Как система прямых платежей будет работать в Татарстане? В нашем репортаже. Мы откуда знаем, что они воруют, что не воруют? «Доверяй, но проверяй», гласит народная мудрость. Вот и Диляра Давлетшина после получения квитанции пришла в управляющую компанию. Узнав о том, что ее платежи за воду и тепло теперь будут идти напрямую поставщикам, рассчитывает на прозрачность. С одной стороны, вроде и лучше, да, в нашу пользу, если будет нам выгодно, да, будем меньше платить. Вот я сейчас 4500 несу. Уже будешь знать, что никакие проценты не будут они себе оставлять, сразу напрямую будет. Однако еще далеко не факт, что суммы в платежках после вступления закона в силу сразу пойдут на спад, заявляют эксперты. Тем не менее, эффект в любом случае будет. Станет понятнее, за что и куда конкретно уходят деньги. Коммунальным платежам сократят дорогу. Раньше схема была такая. Управляющие компании собирали деньги сами и только потом передавали их поставщикам. Новая схема позволяет убрать из системы посредника. Теперь платежи собственников будут идти напрямую ресурсоснабжающим организациям. В Татарстане эта схема уже частично работает. В январе этого года создан Республиканский единый расчетный центр под патронажем Татэнергосбыта. Он будет аккумулировать 100% платежей населения за услуги ЖКХ и зачислять деньги на 3 группы счетов. За жилищные услуги на счета подрядных организаций, которыми подрядчики смогут воспользоваться только после подписания актов выполненных работ. За поставленные коммунальные услуги на счета ресурсоснабжающих организаций и за управление домами на счета управляющих организаций. Председатель Союза домовых комитетов Казани Геннадий Сомов считает такую схему сомнительной. Не повторит ли вновь созданный ЕРЦ ошибок управляющих компаний? Почему деньги должны идти через расчетные центры, а не напрямую ресурсоснабжающим организациям? Будет та же история, что сейчас при городском едином центре снова ресурсоснабжающие организации недополучают деньги за теплоэнергию, электроэнергию и холодный горячий воду. Почему? Потому что управляющие компании не перечисляют деньги полностью. В целом по стране задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов превысила 1 триллион рублей. На долю собственников жилья приходится около половины этой суммы. Новая схема, считают в Центре общественного контроля в сфере ЖКХ, поможет решить наболевшую проблему долгов. Ведь теперь она станет головной болью самих поставщиков ресурсов. Кому как не им бороться с неплательщиками. Если собственник должен по воде или по электроэнергии, будет судебный пристав той ресурсоснабжающей организации работать с должниками, а не управляющей компанией. Плюсы для управляющих компаний тоже вроде как очевидны. Не нужно заниматься сбором коммунальных долгов. Можно сосредоточиться на жилищных услугах. Сейчас долги татарстанцев за услуги ЖКХ почти 6 миллиардов рублей. Руководители управляющих компаний не скрывают. Добиваться оплаты платежей почти в 98%, как сейчас, непросто. Данное нововведение, конкретно я как руководитель управляющей компании полностью поддерживаю. Считаю правильным, когда будет прямой договор между поставщиком коммунальных услуг и потребителем. А управляющая компания будет оказывать только жилищные услуги. Центр ответственности остается в лице жилищной организации. Чтобы житель не бегал с показаниями в различные ресурсоснабжающие организации, водоканал, к нам, в Энергосбыт. Все показания сдаются туда.
все нарекания по качеству коммунальных услуг, за все это отвечает жилищная организация. Начисление платы за коммунальные услуги занимает первое место в рейтинге проблем ЖКХ у татарстанцев. В адрес уполномоченного по правам человека в Татарстане в прошлом году поступило почти 300 жалоб. Одна из самых острых – начисление за отопление. На Восстане, где я живу, 72, за отопление зимой прислали 6 тысяч. И мне бухгалтер говорит: все равно не будете платить по местами, понемножку из вашего, все равно вычтут. Они снимают деньги с коммунальных услуг. Вот я не выполнил какие-то жилищные услуги, не оплатил. Они снимают с коммунальных услуг у меня и перечисляют на жилищные, обеспечивают себе зарплата, по порядку зарплаты и премии. А мы с вами стали должники по коммунальным услугам. Недобросовестные управляющие компании должны уйти с рынка. Поставщики ресурсов смогут разорвать отношения с УК в одностороннем порядке, говорит Олег Зверев, заместитель генерального директора Татэнерго. Достаточно накопить двухмесячный долг. Прецеденты уже были. У нас была проблемная управляющая компания «Ключевое», которая специально не платила деньги ресурсоснабжающим организациям, то есть и нам, и водоканалу, и энергосбыту. С принятием закона схема работы в Татарстане принципиально не поменяется. Расчеты так и будут делаться централизованно. Для перехода на прямые договоры по всей республике не хватает только поправок в жилищный кодекс и подзаконных актов. Процедура займет около 4 месяцев. После того, как жилищная организация направит все данные по своим домам, у жилинспекции есть месяц на проверку. По этой базе данных поставщики смогут работать с должниками, вероятно, с привлечением коллекторских агентств. Пока эксперты не могут дать однозначную оценку этому нововведению. Приведет ли оно хотя бы в перспективе к снижению платы населения на тепло и воду, еще не ясно. То, что управляющие компании лишат соблазна распоряжаться по своему усмотрению коммунальными финансовыми потоками, уже неплохо. Всем памятны случаи, когда на деньги, собранные из жильцов, недобросовестные жилищники покупали себе роскошные автомобили или устраивали банкеты для себя любимых. Теперь аппетиты, видимо, придется поумерить. Но будут ли также честны с жителями сами поставщики ресурсов? Давно уже следует поднять вопрос, чтобы и сами тарифы на тепло и воду стали прозрачными и не росли так стремительно. Но это уже совсем другая и отдельная история. Анна Городнова, Рамзиль Гарипов, Марат Зайдуллин. 7 дней. Сегодня 1 апреля, день дурака, день смеха. Но, честно говоря, смеяться на этой неделе как-то не хочется. Поэтому мы вспомнили, что сегодня еще и Международный день птиц. Не будем рассказывать длинную историю возникновения этого праздника. Скажем только, что соседство в календаре этих двух праздников не вызывает восторга у орнитологов, которым не могут нравиться многочисленные претензии граждан на тему, что это их день тоже. Орнитология – это серьезная наука. Со времен Аристотеля, который считал, что ласточки на период зимнего времени падают на дно морское, зимуют там, а затем всплывают весной, эта наука шагнула далеко вперед. Казалось бы, мы все знаем о птицах, но скажите это орнитологу. Возьмем национальный парк Нижняя Кама в Татарстане и лишь один вид птиц – орлана белохвоста. На весь парк, а это 26,5 тысяч гектаров, 10 пар орлана белохвоста. Этот вид занесен в Красную книгу. И вот представьте, 10 пар, 10 гнезд. Ежегодно лишь в половине из них происходит удачное воспроизводство потомства. Что мешает птицам из года в год? Возможно, соседство с таким крупным городом, как Набережные Челны. Возможно и то, что это развитый промышленный регион. За год этого не выяснишь, но привлечь внимание, так сказать, широкой общественности ученые могут самыми современными методами. И вот впервые в стране над одним из гнезд орлана белохвоста в национальном парке была размещена видеокамера. Вот она. Причем это не просто камера, это веб-камера. Вот уже месяц трансляция того, что происходит в этом гнезде, идет на весь мир. А в гнезде, между тем, мало что происходит. Увы. Прошли все сроки, но мы с вами видим, что яиц в гнезде так и не появилось. Хотя самка полностью подготовила его к этому. Выражаясь нашим языком, готова и кроватка, и пеленки, и теплые вещи. Сотрудники нацпарка, а с ними и многочисленные любители природы, ежедневно и ежечасно следят за развитием этой истории с открытым финалом. Впрочем, наш корреспондент Михаил Любимов, побывавший на этой неделе в национальном парке, убедился, каким бы ни был финал, ученые получат ценнейшие сведения. Ну а мы с вами в любом случае ни с чем не сравнимые эмоции.
Я начал с удовольствием следить за жизнью птиц и в своей простоте удивлялся, как это каждый джентльмен не делается орнитологом. Чарльз Дарвин. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Но по большей части, и слава богу, известно это только орнитологам. Эти люди во вред свои знания не используют. Такие крупные хищные птицы, как орлы, орланы, живут не где-то там, далеко, в других краях. Они живут совсем рядом с нами, в Татарстане, рядом с нашими крупными городами. Сотрудник национального парка Нижняя Кама, орнитолог Ринур Бекмансуров, тот самый, кому пришла в голову эта идея понаблюдать за пернатами с высоты их полета, а заодно и нас с вами приподнять слегка над грешною землей. Тот самый, что, вооружившись в конце этой зимы, в которой уж раз когтями-древолазами, рискуя притом, конечно, чрезвычайно, забрался-таки на высоту 12-го этажа, установил там всю эту непростую аппаратуру, чтобы мы с вами увидели, наконец, вот это. Мы, наверное, должны немного разочаровать наших зрителей. Дело в том, что мы не будем сегодня забираться на 35-метровую сосну. Мы не будем хлопать по плечу наших главных героев, желать им удачи. Мы не будем фотографироваться в обнимку с ними. И не просто потому, что делать это глупо, делать этого нельзя, по той простой причине, что нельзя сейчас беспокоить орланов, а еще и потому, что да мы просто не знаем, где находится эта сосна, где находится то самое гнездо. Нам не раскрывают этот большой секрет. И совершенно правильно делают. Потому что, мало ли, вдруг найдется какой-нибудь не очень большой любитель природы, который решит понаблюдать за экспериментом, с более интимного, скажем так, расстояния. По сути, нам совершенно не важно, где находится это гнездо. Где эта сосна? Да хоть вот эта. Любая из них. На самом деле, главное не это. Здесь, с земли, мы не сможем и так ничего разглядеть. Главное у нас есть. У нас есть уникальные вещдоки. А вот момент прилета, да? Да. Это надо долго так вот смотреть, чтобы увидеть вот какое-то движение, тем более момент прилета такой. Да, конечно, когда птица отложит яйца и начнет насиживать, она будет находиться там непрерывно. Для того, чтобы мы с вами могли, не отрываясь, следить за этой птичьей Санта-Барбарой, постараться пришлось не только нашему знакомому орнитологу. Гнезд в национальном парке всего-то 10, выбор небольшой. А меж тем условий масса. Устойчивый интернет-сигнал, источник электроснабжения неподалеку. Помогли и техникой, и финансами сотрудники НГДУ «Прикамнефть». Протянули провод до ближайшей скважины. Да как протянули? Под землей. Но зато радости сколько прибавилось. То есть вот сотрудники именно Татнефти в корпоративной социальной сети, они постоянно пишут, интересуются здоровьем, самочувствием, будут ли птенцы. У нас даже среди сотрудников уже активно идет обсуждение, выбирает имя птенцов, предполагает, как назвать. То есть вот с Ринуром советуются, консультируются, и все сотрудники болеют за то, чтобы как раз-таки у пары все сложилось хорошо. Вот уже месяц, как любой желающий может оценить масштаб эксперимента. Хотя, наверное, масштаб того, что он, собственно, видит перед собой, оценить не всякий может. Вот эта самка орлана, которая, несомненно, исполняет в этой пьесе роль главной героини, далеко не с курицу размером, как может показаться на первый взгляд. От клюва до кончика хвоста сантиметров 80. Примерно, да, примерно вот так, да. Около метра. Поменьше метра, да. А гнездо, соответственно, и семейное почти уже гнездышко тоже размеров немалых. Есть у нас на территории республики гнезда гораздо большего размера, до 1,5 метров в диаметре. Даже можно вот так лечь на него. И вы лежали так в гнезде? Да. Нет, я обычно не лежу, бывает, что мы с вами тут вдвоем поместим. Да, запросто, да. Помещаемся? Обычно, да, конечно. Легко. И оно нас выдержит? Да, выдержит, да. Вот такая сосна, вот такая вот палочка, которую орлан клювиком способен взять. Вот такое вот дерево в 35 метров, вот такое вот гнездо, вот такой вот орлан
Это, знаете, но это не из жизни птичек, это из жизни гигантов каких-то. Да. Ну, такую ветку, конечно, орлан несет не в клюве, а зажав в лапах. Понятно, вот, да. И с ней летит уже. Конечно, шансы на то, что эта история закончится хэппи-эндом, изначально самими учеными расценивались как 50 на 50. И с каждым днем, увы, шансов все меньше. Наша главная героиня, получившая, кстати, имя, зовут ее Кама, судя по всему, овдовела в этом году и завела себе второго мужа. Изредка он посещает безутешную вдовушку. Вот он. Первым делом заметил камеру. Но явно не она мешает священному таинству. Скорее, его собственный возраст. Слишком молод, пуглив, неопытен, считают ученые. Уже на самых поздних кадрах последних дней марта мы видим гнездо, абсолютно готовое. Приготовлен самкой даже лоток из сосновых веток с углублением для яиц. Но не клеится что-то. Как она уже хорошо подготовила углубление в центре лотка. Уже остается буквально в это углубление смести яйца. Это фактически уже максимальная готовность. И мамы нет дома. Тоже вселяет надежду. Ну, да. А живет это гнездо или нет, по большому счету для ученого, для которого любой результат, это не столь уж существенно. Болеет наш орнитолог за нас с вами скорее, чтобы мы увидели нечто похожее вот на этот удачный эксперимент, который состоялся в прошлом году в Волжско-Камском заповеднике. Тогда камера над одним из гнезд орлана запечатлела весь процесс от начала до конца. Съемки длились полгода, птенцы росли буквально на глазах. Вот только глаз было лишь несколько, поскольку это была не веб-камера, и процесс шел не в прямом, что называется, эфире. Но оба эксперимента связывает одно. Одними тусклыми лекциями сложно получить дополнительных союзников. А дело охраны природы, понятно, что это, не буду оригинальное, всенародное дело. Идет воспитательный процесс, люди начинают по-другому понимать птиц, их жизнь и по-другому относиться уже к объектам живой природы. Всякая жизнь имеет ценность. Все мы, живущие, связаны воедино, духовным родством. Человек на то и человек, что не должен жить лишь для себя одного. Михаил Любимов, Хамид Шамсеев и Роман Безменов. 7 дней. На этом у нас все. Якыннарыбызны саклык. Давайте беречь близких. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ближайшие 7 дней. В студии Маргарита Павлушина. Первая неделя апреля обещает быть довольно пасмурной, но зато без осадков. И, наконец-то, ожидаются плюсовые значения. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке республики будет преимущественно облачно всю неделю. Осадки не ожидаются. Ночью от 0 до 4 градусов мороза, днем же температуры поднимутся, временами до 6 градусов тепла. На юго-востоке республики во вторник ясно. В остальные дни будет пасмурно. Средняя температура воздуха днем составит плюс 2 градуса, ночью же до минус 3. В центре республики похожая картина. Ожидается облачная погода без осадков. Днем температуры повысятся, ночные же температуры сохраняются минусовыми. На юго-западе республики будет пасмурно, но без осадков. Температурный фон существенно меняться не будет. Средняя температура воздуха днем составит до 3 градусов тепла, ночью же до минус 2. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана аналогично. Облачно до конца недели, но без осадков. Днем около 3 градусов тепла, ночью же до минус 1. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый день на ТНВ. До свидания.